Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на заседании Республиканского методического объединения учителей математики. Уважаемые коллеги, сегодня ведущими нашего мероприятия, нашего заседания будут Генкулова Ольга Васильевна, Косолапова Светлана Васильевна. К сожалению, сегодня наши уважаемые председатели последний раз проводят заседание Республиканского методического объединения. В связи с своей занятостью они оставляют данный пост. И мне бы хотелось сказать огромное спасибо коллегам за их профессионализм, за ту дополнительную работу, которую вы проделали за эти 3 года. И разговаривая с учителями районов, городов, высокую оценку получают все республиканские методические объединения, потому что их возглавляют самые лучшие педагоги Республики Коми. Поэтому благодарю вас. И сегодня я хочу вам представить нового председателя нашего республиканского методического объединения Русанову Марию Анатольевну, которая работает учителем математики в физико-математическом лицее-интернате. Я думаю, что все знаете Марию Анатольевну, потому что она работает со всей республикой, со всеми педагогами, и много учеников, которых она учит, приезжают из других районов. Ну что же, мы переходим к реализации нашей повестки. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги! В этом году мы запланировали провести 3 заседания. Тема сегодняшнего занятия уже известна, заседания. Назовем другие темы. Цифровые образовательные платформы для обучения математике в дистанционной форме планируем провести в январе-феврале месяце. А также такая тема, как новая форма аттестации учителей. Я тоже думаю, будет актуальна для учителей математики. Планируется провести в марте, в апреле. Может быть, данные темы заинтересуют вас, и вы захотите тоже поучаствовать в проведении наших заседаний. Сегодня на заседании номер 1 в 2020 году мы покажем материалы, подготовленные учителями математики школ нашей республики, которые прислали нам. Они представлены в записи. По первому вопросу будет представлено сообщение «Проектная деятельность как один из методических приемов формирования универсальных учебных действий на уроках математики». С этим сообщением выступит Хафизова Рима Гафурбаевна, учитель математики средней школы номер 3 города Усинска. По второму вопросу «Особенности работы над ошибками при контроле и оценке знаний учащихся по математике» расскажет Распопова Ольга Николаевна, учитель математики средней школы номер 4 города Усинска. И третьим вопросом у нас пойдет информационный материал о формировании функциональной грамотности на уроках геометрии. О нем расскажет Сафонова Наталья Васильевна, автор учебно-методического комплекса «Геометрия 7.9», ведущий методист издательства «Просвещение». Переходим к первому вопросу. Мои коллеги, разрешите представиться. Хафиза средней школы номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Усинска. Тема моего выступления – проектная деятельность как один из методов формирования универсальных учебных действий. Данная тема выбрана мной не случайно. Наверное, перед каждым из нас встают вопросы, чему учить сегодняшних школьников, какую сумму знаний вложить в них, чтобы им хватило на всю оставшуюся жизнь. Мы не сможем ответить на эти вопросы. Единственное, чем мы здесь и сейчас можем помочь нашим детям, это научить их самостоятельно добывать необходимые знания, оценивать ситуацию,
выявлять проблемы и находить адекватные пути их решения, самосовершенствоваться. Поэтому главным умением 21 века является умение учиться. Именно такие результаты, заложенные в ФОБОС второго поколения. Актуальность рассмотрения данной темы состоит в том, что в ФОБОСе общего образования приоритетом названо формирование универсальных учебных действий. Цели. Рассмотреть проектный метод обучения как эффективное средство формирования универсальных учебных действий. Задачи. Рассмотреть этапы разработки проекта. Рассмотреть проектный метод обучения как средство развития универсальных учебных действий на уроках математики, в дальнейшем УУД. Применение проектной деятельности на уроках математики и во внеурочной деятельности. Рассмотреть, какие существуют способы развития УУД на уроках математики. Разработать методические рекомендации по применению метода проекта. Обновляющейся школе требуются такие методы обучения, которые сформировали бы, способствовали бы формированию универсальных учебных действий. Одним из таких методов является метод проектов. В моем понимании проект – это 5П. Первое – проблема. Работа над проектом всегда предполагает разрешение некоторой проблемы. Нет проблемы, нет деятельности. Проект может быть связан с изучением какой-либо темы по математике или с приложениями математики в науке и технике, в науке и практике. Планирование. В ходе обсуждения проекта разрабатывается план совместных действий учителя и ученика. Создается банк идей и предложений. На данном этапе учитель помогает в постановке целей, корректирует работу, но не навязывает ученику свое видение решения задачи. Поиск информации – это обязательные условия каждого проекта, например, опрос, изучение литературы по данной теме, интернет. Учитель направляет в выборе источников информации. Найденная информация обрабатывается, осмысливается. После совместного обсуждения выбирается базовый вариант. Продукт. Продукт – это результат работы. Подбирается способ оформления результатов. Оформляется проект. При оформлении учитель только консультирует. Презентация. Иными словами, презентация – это защита самого проекта. При защите учащиеся освещают проблему, ее актуальность, объясняют полученный результат с использованием макетов, слайдов, буклетов, фотографий и других наглядностей. Так как же проектная деятельность предполагает развитие универсальных учебных действий? Существует 4 блока УУД. Коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные. Начну с коммуникативных. Проектная деятельность предполагает возможности сотрудничества, умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать совместные действия, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. Познавательная УУД. Проектная деятельность предполагает развитие умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, умение делать выводы и умозаключения, классифицировать. Сюда можно отнести навыки работы со справочниками, наблюдение, обобщение. Проект, как было уже сказано, начинается с выявления конкретной проблемы в рамках данной темы. Эти действия совместно с прогнозированием, контролем, коррекцией, оценкой, саморегуляцией позволяют активно формировать и развивать регулятивные УУД. Развитие личностных УУД отражается в умении четко, ясно, грамотно излагать свои мысли как в устной, так и в письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, отличать гипотезу от факта, проявлять активность при решении задач. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность самостоятельного, успешного освоения знаний, умений и компетентностей.
Проектную деятельность применяю как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Предлагаю рассмотреть на конкретных примерах. Урок математики по теме «Признаки делимости». При изучении данной темы учащийся получает задание на дом в виде мини-проекта. Для работы потребуется изучить информацию о признаках делимости в различных источниках. Далее учащийся выдвигает свои гипотезы и делит числа на группы. Предполагается, что все числа будут разделены на 3 большие группы. Первое по последним цифрам, второе по сумме цифр и действий над разрядами, третье комбинированные. Затем оформляется работа. На уроке идет защита проектов, где дети рассказывают и доказывают, почему они отнесли числа в ту или иную группу. Делая проект, дети расширяют свои представления о признаках делимости, приобретают новые навыки и умения устного счета, а также проявляют свои творческие способности. Учащиеся 8 класса на уроке вовлекаются в проектную деятельность с элементами исследования. Это, конечно, мини-проекты, кратковременные проекты. Алгебра 8 класс, тема график квадратичной функции. При выяснении взаимного расположения графиков квадратичной функции, указанных на экране, класс разбивается на 2 варианта. Каждый вариант получает свое задание. После построения графиков ученик демонстрирует результат. На следующем этапе учащиеся выдвигают гипотезу о том, что можно было избежать многократного построения графика квадратичной функции, то есть параболы. Достаточно передвигать ее вдоль одной из осей. Последним этапом проверяют гипотезу и доказывают. Моя практика показала, что такая исследовательская деятельность позволяет учащимся усвоить тему построения графиков квадратичных функций. Рассмотрим теперь несколько примеров проекта во внеурочной деятельности. Первые шаги к подготовке больших и сложных проектных работ, призеров и победителей начиналось с младшего школьного возраста. Здесь важно для меня, как учителя, создать положительный мотивационный настрой. Проблема, которую должны решить обучающиеся, должна быть актуальной и интересной. Поэтому проекты в основном познавательные. Учащиеся 5-6 классов нуждаются в помощи педагога на всех этапах работы над проектом, но не забывая, что проект – это самостоятельная работа. Они не могут рационально распределять время, сформулировать цель, неуверенно анализируют и обобщают. В качестве методической помощи при работе над проектом учащимся 5-6 классов предлагаю следующую таблицу. Проблема проекта, почему, цель проекта, зачем мы это делаем, задачи, что мы делаем, методы и способы, как мы делаем. Оценка имеющихся и недостающихся ресурсов, что уже есть в арсенале для выполнения проекта, а чего не хватает, сроки выполнения, когда мы делаем. Следует отметить, что проекты в 5-6 классах являются краткосрочными и несколько упрощенными по оформлению, однако это не умаляет их значимости, а лишь говорит о том, что это соответствует возрастным особенностям школьников. Благодаря проведенной работе на уроках и во внеурочной деятельности 5-6 классов, учащиеся 7-8 классов могут самостоятельно сформулировать проблему, цель проекта, выбирать тему. Так как темы усложняются, то у учащихся могут возникнуть затруднения на разных этапах работы над проектом. При дозированном, ненавязчивом контроле дети успешно справляются и с более сложными проектами. Учащиеся 9 классов могут самостоятельно работать на всех этапах проекта. Они быстро формулируют проблему, без труда преобразуют ее в цель, разрабатывают подробный план. Но это не означает, что учитель должен отстраниться от работы. Помощь и поддержка, главное, учителя нужна для достижения поставленной цели. Проектная деятельность для учащихся должна реализовать одно из важных правил. Знает не тот, кто пересказывает и заучивает, а тот, кто использует на практике. Свои проекты в дальнейшем учащиеся применяют на уроках и выступают перед учащимися других классов.
Таким образом, рассмотрев каждый этап работы над проектом, можно сделать вывод о том, что проектная деятельность повышает эффективность УУД. При обсуждении темы проекта, его оценивании и представлении развиваются личностные и коммуникативные УУД. При поиске информации – познавательные. При систематизации, при формулировании целей и задач – регулятивные. В заключение хочется поделиться некоторыми методическими приемами по данной теме. Помните, что каждый ребенок индивидуален. Организуя проектную деятельность по предмету, учитывайте возможности и способности учеников. Помните, что главным является не предмет, который вы учите, а личность, которую вы формируете. Помните, что знает материал не тот, кто пересказывает, а тот, кто применяет на практике. Научите ребенка высказывать свои мысли и слушать других. Не бойтесь нестандартных уроков. Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Ольга Николаевна. Я работаю учителем математики на протяжении 26 лет. За моей спиной вы видите много папок. Это мониторинги предметных результатов по алгебре и геометрии на каждого ребенка и на каждый класс, в котором я преподаю. Но давайте, наверное, обо всем по порядку, потому что об этом пойдет сегодня наш разговор. С 1 сентября 2015 года во всех школах страны введены новые образовательные стандарты, которые диктуют необходимость изменения в способах и организации контроля образовательного процесса и оценки его результатов. Также предусматривает введение нового содержания контроля и оценки знаний учащихся, использование новых форм и технологий оценки личностных компетенций учащихся, а также устанавливает персональную ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Поэтому перед школой стала задача создать такую систему оценивания, которая давала бы целостное представление об учебных достижениях ребенка, о достижении им планируемых результатов. На заседаниях метод объединения мы с учителями математики данную систему представили в виде модели оценочной деятельности, которую вы видите сейчас на экране. Об этой модели мы сегодня еще подробно поговорим. На помощь могут прийти различные методы и системы оценивания, но для начала необходимо разрешить некоторые вопросы в процессе внедрения этой системы. И первый вопрос, на который мы сейчас ответим, что оцениваем? Оценивать мы можем только результаты ученика. В нашем случае это метапредметные результаты, предметные результаты и личностные результаты. А также нас интересует вопрос, а кто оценивает? А оценивать в этом случае будет учитель и ученик совместно. Необходимо помнить, что оценивание является постоянным процессом. Оценивать можно только то, чему учат. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки самооценки и взаимооценки. Оценивание может быть только критериальным. Критерии оценивания выстраиваются на основании уровневого подхода. Это базовый уровень, где минимальный объем знаний необходимый для продолжения обучения по школьной программе, повышенный уровень, способность решать комплексные задачи и высокий уровень, свободное владение материалом. Каждый из нас сталкивался с проблемной ситуацией, возникшей с детьми и родителями после ознакомления с результатами письменной работы. Предлагаю вам познакомиться с моей системой оценивания результатов обучения по математике, а именно системой работы над ошибками. Все письменные работы по математике я делю на две группы – обучающие и контролирующие. К обучающим работам отношу такие, как математический диктант, проверочная, самостоятельная работа, зачет. Контролирующие я называю контрольные работы. Обучающие работы мотивируют ученика, дают право, возможность внутри темы блока повысить уровень отметки, выполнив работу над ошибками. Процедура выставления отметки в журнал за выполнение письменных работ с учетом работы над ошибками перед вами на слайде. Я сейчас ее прокомментирую. Если за письменную работу получена отметка 2 или не зачет, то тогда в работе над ошибками ученику предлагаются задания только базового уровня, то есть те задания, которые ученик обязан выполнить.
Если же за проверочную работу получена отметка 3, то есть ребенок справился на базовом уровне, то тогда в работе над ошибками я предлагаю ему выполнить задание повышенного уровня. Поставится та отметка за проверочную работу, на которую справляется ребенок. Это может быть 4, а может быть и 5, в зависимости, что он выполнил и по каким критериям. Вас интересует вопрос, а что делать ученику, если он неуспешно написал проверочную работу, а также неуспешен в написании работы над ошибками. Для этого существует главная работа в нашей теме, а именно контрольная работа, которая позволяет судить об уровне усвоения данной темы. Успешное выполнение контрольной работы по данной теме позволяет повысить отметки за текущие письменные работы. То есть у каждого ученика есть возможность повысить уровень. По какой схеме это происходит, вы видите на экране. Если ученик контрольную работу с первого раза написал на базовый уровень, то все неудовлетворительные отметки за письменные работы по данной теме у него увеличиваются на 1 балл. Тем самым в журнале вместо двойки появляются тройки. Если же ученик показывает повышенный уровень, а значит он умеет решать задачи комплексного характера, это значит, что все двойки и тройки увеличиваются на 1 балл. Вместо двойки ставится тройка, вместо тройки ставится четверка. Если же ученик написал работу на оценку 5, показал высокий уровень по данной теме, то есть свободное владение данной темой, то тогда двойки увеличиваются на 2 балла, а тройка увеличивается на 1 балл. И тем самым у него тема закрывается на качественный уровень. Но бывает и такое, что ученик с контрольной работой не справился. Что же тогда делать здесь? Если контрольная работа написана на двойку, это значит, что работа над ошибками снова выполняется только на базовом уровне, где ученик обязан показать базовое усвоение материала, которое позволит ему дальше изучать программный материал. Если же ученик контрольную работу написал на тройку, то он может выполнить работу над ошибками также на повышенный уровень, но отметка за эту работу выставляется рядом в журнале. Использование данной системы при контроле и оценке знаний учащихся показало положительные результаты, а именно у 80 и более процентов учащихся самооценка и отметка учителя совпадает, позволяет избежать общепринятого стереотипа троечника, формирует навыки самооценки, позволяет избежать конфликтных ситуаций при взаимодействии ученик, учитель, родитель, мотивирует ученика на успешное достижение планируемых результатов, а также достичь высоких результатов при внешней экспертизе. После того, как я озвучила свою систему, я думаю, что у многих возникнет вопрос, как это все запомнить и вообще где это хранится информация. Хорошим инструментом для этого служит мониторинговый лист предметных результатов. Вот о тех папках, о которых я говорила и показывала в первом своем видеообращении. В мониторинговом листе обязательно указывается тема, которая изучается, срок изучения, планируемые результаты, конечно, предметные на базовом уровне, на повышенном уровне, а также личностные и метапредметные результаты. Указывается познавательный, регулятивный и коммуникативный УУД, которые мы формируем на каждом уроке. В этом мониторинге обязательно составляется таблица, где указана тема работы, вид работы, проставляется самооценка учеником и отметка учителя. И прописываются сроки выполнения работы над ошибками. Работа над ошибками происходит как на уроке, так и после уроков, в свободное время от уроков. Использование данного инструмента, а именно мониторингового листа предметных результатов, способствует формированию учащихся оценочной самостоятельности, позволяет отслеживать индивидуальные достижения в сравнении с предыдущими результатами, определяет направление дальнейших действий ученика и учителя, влияет на повышение интереса к обучению, работоспособности, активности, а самое главное, снижает тревожность. Очень легко отвечать на вопросы «за что?» и почему при индивидуальной беседе с родителями. А ребята, когда получают свою письменную работу с результатами, они часто употребляют фразу «я получил, а не она мне поставила». На данном слайде вы видите пример работы по теме отношения и пропорции.
В левом столбике идет основной текст работы. По теме понятия пропорции, основное свойство пропорции. А в правом столбике написан текст работы над ошибками. Причем вы видите на два уровня. На базовом уровне и на повышенном уровне. Я иногда в работу включаю дополнительное задание, которое оценивается только на дополнительную отметку. И оценивается каждое задание от 0 до 2 баллов, что позволяет приучать ребят к работе для внешней экспертизы. На фотографии учащиеся 11 В класса прошлого учебного года. Это класс с углубленным изучением математики. Это ребята, которые являлись пилотами введения ФГОС и основного общего образования, и среднего общего образования. Вы помните, что выпускники прошлого года попали в очень нестандартную ситуацию, когда с марта месяца мы учились на дистанционном обучении. Но приобретенные навыки и работая по данной системе, и работая с прекрасным инструментом, как мониторингом предметных результатов, ребята показали высокие результаты при внешней экспертизе. Средний тестовый балл, полученный на экзамене по математике профильного уровня, за 70 баллов. 3 ребят показали результаты от 90 и выше, 5 от 80 до 90. Поэтому приобретенные навыки помогли им в написании ЕГЭ в такой нестандартной ситуации. Жду ваших вопросов, предложений, пожеланий на электронную почту по адресу, который вы видите на экране. Спасибо. Количество вариантов, которые наработаны. Надо передать вопрос Ольге Николаевне. Уважаемые коллеги, ну а мы сейчас передаем слово коллеге нашей Сафоновой Наталье Васильевне. Наталья Васильевна, вы нас слышите? Добрый день, уважаемые коллеги, я вас слышу, с удовольствием прослушала выступление учителей. Очень информативные, система работы, очень приятно. И сейчас я буду говорить о формировании функциональной грамотности, и это на уроках геометрии, и это, конечно, перекликается с выступлениями тех учителей, которых мы уже прослушали. Итак, понятно, что всем уже понятно, наверное, да, что время желтых листочков конспектов уроков закончилось, уважаемые коллеги, и цели образования изменились. Уже не стоит вопрос освоения системы знаний, да, стоит вопрос по формированию способности эти знания применять, по формированию способности работать с информацией, представленной в разном виде. И вот я вам должна сказать, что сейчас на рынке очень востребованы специалисты, которые работают с базами данных, которые умеют работать с информацией, анализировать, находить, анализировать, интерпретировать, получать новую информацию и так далее. Достаточно сказать, что в этом году в Санкт-Петербургский университет, на факультет математики, там есть отделение, лаборатория, новая совершенно, лаборатория Чебышева, на 30 мест на специальность математика, анализ данных. На 30 мест было 654 заявления абитуриентов. И должна вам сказать, что дети, которые имели 300 баллов по ЕГЭ, на эту специальность не прошли. То есть на эту специальность прошли только победители и призеры всероссийского этапа Олимпиады по математике и победители и призеры межвузовских олимпиад, те, которые принимали на эту специальность. Вот таким образом, наверное, сейчас и есть еще время мотивировать своих учащихся выпускников на участие в этих межвузовских олимпиадах. Они дают приоритет при поступлении в большинство престижных вузов. И это та возможность поступить на бюджет и так далее. Ну, а мы с вами вернемся к нашей функциональной грамотности. Итак, уважаемые коллеги, что такое функциональная грамотность? Вот это критерии международных тестирований. И, как вы видите, наши все проверочные
процедуры, они тоже теперь перестроены, перестраиваются и под вот международные исследования. Итак, функциональная грамотность что в себя включает? В первую очередь это, конечно, читательская грамотность, потом математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность и глобальные компетенции. Нас, как учителей математики, интересует в первую очередь математическая грамотность. Но начну я с читательской грамотности, и в конце мы немножко вот коснемся части глобальных компетенций в плане вот мышления, развития универсальных учебных действий и так далее. Вот, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, результаты Российской Федерации по формированию читательской компетенции. Мы находимся в середине где-то вот этих списка стран-участниц исследования. Россия занимает 31 место по читательской грамотности, достаточно среднее, достаточно такое вот грустное. И нужно сказать, что если по итогам других, это были результаты ПИЗа исследования, по результатам ПИРС и ТИМС по чтению в начальной школе Россия находится в лидерах. И потом вот за это время, начиная вот от начальной школы к концу 9 класса, мы теряем свои позиции. Значит, если ПИРС проверяет обучение грамоте, то есть умению складывать буквы, слова в предложения, да, то уже ПИЗа включает функциональную грамотность, то есть это смысловое, по-другому сказать, смысловое чтение или там читательская компетенция и так далее. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь результаты ПИЗы 2018 года. Левый столбик – это математика, средний столбик – чтение, и зеленый столбик – это, естественно, научная грамотность. 6 критериев, 6 уровней грамотности определяет ПИЗа. Значит, первый уровень самый начальный, второй уровень – это уровень пороговый, с которого начинается вот уже при достижении которого учащиеся уже начинают демонстрировать как применение некоторых своих знаний. Да? И самые высокие уровни, 5 и 6. Это дети, которые уже могут свободно ориентироваться в жизни и решать свои проблемы, используя тот запас знаний и умений, которые они получили. Итак, 1000-бальная шкала, очень хороший результат, считается от 500 и выше баллов. Вот посмотрите, пожалуйста, пороговый уровень чтения и математики приблизительно одинаков. Начинается математика с 420 баллов, чтение с 407 баллов. Посмотрите, пожалуйста, 5 и 6 уровни начинаются уже с 607 баллов по математике и 626 баллов по чтению. Давайте же посмотрим, где находится Россия у нас, вот на каком уровне. Ну, по читательской грамотности у России 477 баллов, по математической грамотности 488 баллов. То есть мы занимаем какой-то достаточно посредственный 3-й уровень, до 4-го уровня мы еще не дотягиваем. Вот проблема, над которой нужно нам, наверное, с вами работать. Итак, посмотрите, пожалуйста. Самые высокие уровни читательской грамотности по шкале ПИЗа, 5 и 6, показали только 6% наших школьников. По математике 8 с небольшим процентов школьников. Для сравнения, Сингапур и 4 провинции, ну, Гонконг, да, показали по уровню читательской грамотности 5 и 6 уровень 26% и 22%. Вот, коллеги, у нас меньше, у нас 1/20 практически часть, да, детей, а там четверть детей. 8 с небольшим процентов российских учащихся обладают высоким уровнем математической грамотности, а в Сингапуре 44%. Вот это для сравнения. Итак, но если вы посмотрите внимательно вот на эти диаграммы, то вы, уважаемые коллеги, увидите, что 22% наших учащихся не достигают порогового уровня читательской грамотности, и те же 22% наших учащихся не достигают порогового уровня математической грамотности 2-го уровня. Уважаемые коллеги,
как вы видите, уровни читательской грамотности и уровни математической грамотности, они коррелируются. То есть, посмотрите, растет читательская грамотность, левая диаграмма, растет математическая грамотность, падает читательская грамотность, читательская компетенция, падает и математическая грамотность. И вот посмотрите, по читательской грамотности на 31-м Российская Федерация месте, по математической грамотности на 30-м. О чем это говорит? Это говорит о том, что в первую очередь, да, нужно заниматься формированием читательской грамотности, смыслового чтения. Это и так понятно. Ребенок не может решить экономическую задачу на экзамене, потому что он ее не может прочитать, да? Он ее не может осмыслить. Или там, геометрическую задачу и так далее. То есть архиважно научить ребенка сначала читать, понимать текст и так далее, а уже потом вот приступать ко всему остальному. Без этого бесполезен или очень малоэффективен учебный процесс. И вот это ярчайший пример тому новая демоверсия ОГЭ 2020, первые 5 заданий, которые в учительской среде вызывают очень большую тревогу. И давайте выясним, в чем же дело. По отдельности каждое это задание вполне решаемое с нашими слабыми учащимися, да? Но когда они сгруппированы и поданы вот в такой форме, уже задание становится нерешаемым. Почему? Потому что первое, здесь в первую очередь проверяется работа с информацией, да? Объемный текст очень. Так? Нужно из этого текста выбрать информацию, нужную информацию, которая расположена не в последовательном порядке. Да? Нужно выбрать информацию и из текстового файла, и из графического, дана схема. Да? Нужно находить часть информации там, часть информации здесь. Нужно уметь скомпилировать эту информацию и выдать нужный ответ. Вот, уважаемые коллеги, то есть здесь тревога по выполнению этого задания показывает, что просто учащихся не сформирована всего лишь навсего или читательская компетенция. Вот над этим нужно очень хорошо работать. Ну и вот что такое функциональная грамотность на уроке математики, я покажу на 2 примерах. Вот первый пример. Нужно найти произведение 147 и 154 не рациональным способом, не вычисляя в столбик, то есть устными вычислениями. Ну и здесь, конечно, важно вспомнить, что мы худо-бедно, но у подавляющего большинства учащихся в головке отложили формулу суммы разности квадратов. А зачем это? Непонятно. Я посмотрела учебник, очень много примеров на применение этой формулы, на это тождество слева направо, справа налево, со степенями, с произведениями множителей алгебраических различных комбинаций числовые и так далее. Но 1-2 примера только лишь, и где-то там в конце дна вычисления. Но зачем ученику нужна эта формула? Именно для того, чтобы упростить и ускорить вычисление. И вот здесь посмотрите, пожалуйста, если внимательно прочитать, то очень трудно, то есть если невнимательно читать, очень трудно, и если ребенок не научен этому, да, анализу, то очень трудно увидеть здесь формулу квадратов. Но если присмотреться, то 147 – это на 3 меньше 150, да, а 154 на 4. Но если мы уберем из произведения одно слагаемое 147, да, то мы получим 147 и 153. Да, произведение плюс 147. Тогда у нас видна формула разности квадратов. Разность чисел 150 минус 3 – это 147, сумма чисел 150 плюс 3 – это 150 плюс 3 – это 153. Легко вычисляемая разность квадратов, ну и прибавляется хвостик 147. Вот, пожалуйста. Ну и теперь перейдем вот к математике. Вот это вот задача, которую не решают, простейшая задача на самом деле, которую не решают сильные учащиеся. Я уже не говорю про слабых. В треугольнике медиана
перпендикулярна биссектрисе. Нужно найти сторону треугольника, если известная одна из сторон. Вот такая задача. Вот все язвы нашего математического образования эта задача нам показывает. Ну что, делаем чертеж к задаче. Рисуем треугольничек какой-то, возьмем середину стороны. Мы специально внесли, обозначили все отрезки и так далее. Провели медиану АМ, где-то постарались перпендикулярно медиане провести биссектрису БК, но и чертеж этот ни о чем не говорит. Чертеж не только не помогает решить задачу, этот чертеж и мешает решению задачи. Значит, вот первое, нужно учить делать чертеж. Раз, учить читать информацию на чертеже, учить видеть ее, да, и учить анализировать условия. И нужно говорить учащимся, что с первого раза не всегда получается нужный чертеж. Иногда 5 раз нужно переделать чертеж, чтобы он максимально отражал текстовый файл. Чертеж, он отражает текстовый файл. Очень часто дети делают чертеж и говорят, а вот на чертеже вот так, да? А хотя в условии такого свойства нет. Итак, как же сделать этот чертеж? Да? Ну, наверное, надо сначала угол и биссектрису провести, да? Потом на одной стороне угла отложить отрезок, например, АБ, да? Получить вторую вершину треугольника А, из вершины А провести перпендикулярно биссектрисе медиану, да? Получить отрезок БМ до пересечения со стороной угла и отложить такой же отрезок еще от М дальше. И соединить полученную точку с вершиной А. Вот тогда и обозначить на чертеже все, что, ту информацию, которая в текстовом файле. То есть перевести одну информацию из одного вида в другой. Тогда какая-то часть учащихся уже увидит равнобедренный треугольник. И еще раз хочу сказать, увидит на чертеже, а не сразу из текста поймет. Да? То есть очень важно, текст и чертеж – это очень важно на уроке геометрии. То есть перевод, то есть что важно? Важно формировать вот это умение, переводить информацию или представлять одну и ту же информацию в разных видах. В символьном, в текстовом файле, в графическом. Итак, посмотрите, о чем эта задача? Эта задача всего лишь двухшаговая. Да? Вот если мы рассмотрим, что не видят дети. Дети видят треугольник АБЦ и 2 отрезка БК и АМ. Дети не видят чертежа, не умеют его читать. Посмотрите, пожалуйста, в треугольнике есть еще один треугольник, треугольник АБМ. И что в этом треугольнике? В этом треугольнике биссектриса перпендикулярна стороне АМ. Значит, по признаку это треугольник равнобедренный с основанием АМ. Да? Тогда АБ равно БМ, да? И АБМ – это половина БС, значит, мы можем, зная АБ, мы можем найти сторону БС. Вот задача решена. Но практика показывает, что эта задача нерешаемая подавляющим большинством учащихся. А если ее сформулировать немножко по-другому, получается двухшаговая задача, олимпиадная задача. Вот все проблемы. Дети не видят чертеж, дети не умеют работать даже с грамотным, с правильным чертежом. Дети не умеют отображать информацию, представленную в одном виде, в другом. Важно, что еще понимать, что процесс формирования функциональной грамотности, он не может быть набором отдельных каких-то упражнений. Это система. Это нужно делать в системе. И вот у нас существует там целая серия задач, например, вот такая, вот на тот же самый факт. Существует ли треугольник, 2 биссектрисы которого перпендикулярны? Давайте посмотрим, существует или нет. Предположим, существует. Сделали чертеж. Сделали чертеж, и на этом чертеже должны дети увидеть прямоугольный треугольник. Да? Ну вот, рассмотрим прямоугольный треугольник BMC. Он прямоугольный, потому что перпендикулярны 2 биссектрисы были, да? Значит, сумма двух острых углов в сумме дает 90 градусов. Обозначим одну величину одного угла x, а величину другого угла y. Да? Тогда x плюс y будет равен 90 градусов. Дальше, то есть вот умение создавать эту информацию, умение ее видеть, предугадывать, вот это вот
умение работать с информацией. А если мы рассмотрим большой треугольник АБЦ, тогда у нас вот угол АБЦ и угол БЦА, их величины как будут выражаться? 2х и 2y. А сумма этих величин будет равна 180 градусов, что противоречит теореме о сумме углов треугольника. Да? Вот, пожалуйста, ответ на вопрос, может или не может. Ну и вот еще там такая же комбинация. Теперь вот посмотрите, пожалуйста, вот они проблемы нашего школьного математического образования и соответствующие вот результаты ПИЗы. Значит, здесь две диаграммы. Что показывает она? Действия. В чем это работа с информацией. Да? Вот как умеют наши дети работать. Но вот интерпретировать информацию с этим половина наших детей как-то может еще справиться. Применять информацию тоже чуть меньше, но около половины детей может. А вот формулировать, то есть создавать новую, решать геометрическую задачу, да, делать выводы из имеющейся, получать новую, уже менее трети, только 31% наших учащихся. Это диаграммы за 3 года, показатели Российской Федерации за 3 года. Последний зеленый столбик, 2018 год. В плане содержательной части, вот смотрите, более половины учащихся умеют работать с количественными, находить какие-то количественные характеристики, найти там площадь в простейших ситуациях и так далее, вычислить значение функции и так далее. Но самая большая проблема у нас в геометрическом материале. Только треть наших учащихся справляется с такими заданиями. Пространство и форма, их называют в ПИЗе, это геометрический материал. И вот мы давайте посмотрим. Проблема еще какая очень важная. Формализм. Это большая проблема нашего школьного образования. ЕГЭ 2020. Я не знаю, в коме какой был вариант, но вот это крымский вариант. Решить неравенство. Вот посмотрите, логарифмическое неравенство. Дети посмотрят, увидят в правой части под логарифмом полный квадрат, соберут его. Это детки, которые все-таки решают 15-е задание, это уже наша гордость. А что они дальше делают? А дальше они помнят вот эти вот основные тригонометрические тождества и знают, что показатель подлогарифмического выражения можно выносить за знак логарифма и вынесут его. Да? И получают глупость. Слева область определения выражения 6х меньше нуля, а справа 6х больше нуля. То есть изменяют область определения, забывают поставить модуль. Да? И либо, значит, помнить, что под квадратом 6 минус х, и все равно, что х минус 6. Ну, то есть поменять местами слагаемые. Вот, пожалуйста, грубейшая ошибка. В чем же она? Коллеги, в том, что дети заучили вот эти вот тождества, а вот верхние 2 строчечки остались без внимания. Самое главное, что эти тождества работают на области определения выражения или области определения функции. Вот что главное. Пусть А больше нуля, а не равно единице, там Б больше нуля и так далее. Вот оно главное. Вот и отсюда идет грубейшая ошибка. То же самое здесь. Вот посмотрите второе неравенство. Логарифмическое неравенство, где подлогарифмические выражения одинаковые, а основания разные. Когда достигается равенство таких функций, да, когда равенство имеет место, логарифмы единицы по любому основанию равны. Равенство имеет место, когда подлогарифмическое выражение равно единице. Да? Проверяем. Х равняется 2 является решением. Что делают дети? Мы их научили, что очень хорошо получать одинаковые основания, да, облегчает жизнь. Они берут, меняют подлогарифмическое выражение и основание, и изменяют область определения функции и теряют корень. Вот, пожалуйста, они не смогли прочитать информацию, заложенную в этом неравенстве. Они не смогли интерпретировать ее, понимаете? Вот они переформулировать. А что это значит? А что значит, что одинаковые подлогарифмические выражения?
А это значит то, пятое, десятое. Вот, уважаемые коллеги, вот над чем надо работать. И так нужно учить, вот анализировать информацию, что это значит, для чего это, где это можно применить и так далее. И, безусловно, качество образовательных достижений школьников детерминируется качеством профессиональной подготовки учителя. Но не только, да? Это только половина, так сказать, проблемы. Вторая половина проблемы. Качество образовательных достижений школьников детерминируется и качеством учебных заданий, которые дает учитель. Вот поэтому при отборе учебно-методического комплекса и так далее нужно быть очень внимательным. Да? Помогает вам этот учебник или не помогает. Вот ОГЭ задание 18, и в ЕГЭ такое задание есть. Нужно найти тангенс острого угла. Но прежде чем найти тангенс острого угла, наверное, вообще на клетчатой бумаге, нужно, наверное, научить работать с клеткой, серия упражнений должна быть. Да? Потом, наверное, нужно находить сначала длины отрезков, да, во-первых. Во-вторых, что еще? Наверное, во-первых, вот в этой серии, вот в этом упражнении ребенок должен мысленно увидеть треугольник, да? Мысленно представить, мысленно увидеть треугольник. Вот целая серия упражнений должна быть вот на эту операцию. Но потом сначала нужно, наверное, научить находить длины отрезков, да? Длины отрезков на клетчатой бумаге. Вот целая серия упражнений. Сначала найдите длины катетов и гипотенузы, а потом просто одну гипотенузу, а уже потом мы переходим найти отрезки, длину отрезка. И ребенок, уже выполнив вот верхнее упражнение, да, найдя длину гипотенузы через треугольник, он уже мысленно здесь тоже будет искать треугольник с помощью свойства клетчатой бумаги. И так далее. Значит, то же самое. Сначала найти тригонометрические функции, значение тригонометрических функций острых углов в простом, в прямоугольном треугольнике, а уже потом давать на нахождение угла неявно заданного треугольника. Вот система должна быть такая система задач. Тогда ребенок справится и вот с этим заданием, выберет то, что ему нужно и так далее. Значит, чему же учить, уважаемые коллеги? Чему учить? Читать и понимать тексты. Работать с информацией, представленной в разном виде, считывать информацию с геометрического чертежа, считывать информацию символьную и так далее. И вот все время переводить из одного вида в другой. Ну и, конечно, учить использовать полученную в тексте информацию, вот как, для чего, что можно из этого извлечь, что это значит и так далее, что означает вот это. Вот те вопросы, если мы поставим так обучение, то это будет более эффективно. Важно, что еще понимать, что формируя, вот если вы поставите цель формировать функциональную грамотность, то тем более эффективно будет формироваться и наша математическая грамотность. Ну и вот какие же приемы, что же нужно для формирования читательской компетенции? Чтобы научиться читать, надо читать, а чтобы читать, нужны тексты. Тексты, требования к текстам должны быть достаточно жесткие. Они должны быть доступны вот возрастным особенностям ребенка, да, обязательно. Они должны быть интересны, они должны быть написаны дружественным языком. Информация должна быть не только в текстовом файле, информация должна быть и графическая, информация должна быть и иллюстративная. Вот. Ну и, безусловно, специальная система упражнений. Вот давайте посмотрим, как это реализуется в нашем учебно-методическом комплексе. Это самые новые учебники по геометрии. И туда изначально было заложено формирование функциональной грамотности. И весь аппарат методический, задачный аппарат и так далее, он и направлен на формирование не только знаний, умений и навыков, да, но на формирование, в первую очередь, функциональной грамотности. Учебники находятся в федеральном перечне, вы там посмотрите. Учебно-методический комплекс у нас полностью есть. Для 8 класса вышел полностью. Вот и тренажер, тетрадь-тренажер, и
экзаменатор, скоро будут поурочные методические рекомендации, задачник нам еще пока не ставит в план печати. Вот, пожалуйста, еще мы хотим сделать один компонент, это геометрия в компьютерной среде, решение наших задач с помощью геогебры. Но геогеброй владеет практически уже каждый учитель. Вот, посмотрите, пожалуйста, у нас целая мощная система заданий направлено на формирование читательской компетенции. Вот посмотрите, достаточно сказать, что в тетради-тренажере в каждой главе есть рубрика «Работаем с текстом», система упражнений, направленная на работу с текстом, определения, теоремы, задачи и так далее. Вот. Ну и совершенно говорящие рубрики, сразу понятно, что формируется функциональная грамотность. Работаем с моделями, это перевод одной информации в другую, да, анализируем, рассуждаем, способы рассуждений, формирование мышления критического, творческого, ну, применение полученных знаний и так далее. Применяем геометрию, это геометрия в практической жизни, как? И выполняем тест. Вот давайте посмотрим, какие же системы упражнений. Вот посмотрите, тексты у нас. Они красочные, яркие, очень доступные детям. Что особенно сейчас актуально при онлайн-обучении? Ребенок самостоятельно может читать этот текст, и системой заданий, вот вопросы и задания в конце, может, отвечая на них, может усвоить этот материал. Вот разнообразные иллюстрации, и вот, пожалуйста, танграмм интереса ребенка, и практические советы. Вот мы проходим перпендикулярность, параллельность. Вот, пожалуйста, отвес. Что он показывает, для чего он нужен, как его нужно сделать. Это же нужно каждому человеку в жизни, и женщине, и мужчине хоть раз в жизни приходится этот отвес применить. Вот, пожалуйста, много очень советов. Дети у нас сидят за компьютером сейчас с утра до ночи. Как нужно сидеть, под каким углом должен быть отклонен монитор и так далее, чтобы вот максимально сберечь свое здоровье. Вот посмотрите, пожалуйста, текстовые, да, файл, чертежи, и тут же иллюстрации, иллюстрирующие применение вот этого материала в жизни, где используется. Вот, коллеги, и это очень важно. Вот она, функциональная грамотность. Мы тем самым приучаем ребенка понимать, для чего нужны эти знания, что вот геометрия, изучаемый материал, это и есть жизнь. Вот там вот может, вот там вот там это и так далее. Ну и теперь по поводу текстов. Вот возможность работать с текстом одновременно на разных уровнях, она тоже должна быть заложена, чтобы дело было и слабому ученику, чтобы дело не упускать из сильных учеников. Это вот обязательно. И вот здесь вот посмотрите, пожалуйста, ну, например, найти в тексте вот пороговый второй уровень читательской грамотности, найти в тексте одну или несколько единиц информации, требующей дополнительного, но несложного осмысления. Да, их тут очень много. Да? А тут интегрировать или интерпретировать сообщение текста, строить уже многочисленные умозаключения, логические цепочки, сравнивать, противопоставлять, привлекать стороннюю информацию. Это вот, пожалуйста, аксиомы, определения, теоремы. Да? Вот. И дальше мы говорим, что нужно, как это сделать. Найдите с соседом по парте в предыдущих параграфах теоремы. Да? Или чем отличается теорема от аксиомы, да? От определения, как строится наука геометрия, ну и так далее. Вот эти вот все вопросы, которые формируют вот, стройность в головке у ребенка и формируют умение работать с текстом и извлекать нужную информацию. Какие приемы эффективны в работе с текстом? Вот по нашему учебнику я вам покажу. Мы даем определение биссектрисы угла. Да? И мы не говорим, дайте, пожалуйста, определение биссектрисы угла. Да? Мы спрашиваем определение, безусловно. Но мы говорим, прочитайте определение в учебнике, определение биссектрисы угла и ответьте на вопросы. Сколько и какие условия должны выполняться, чтобы можно было утверждать, что данный луч является биссектрисой угла. Итак, дети выделяют существенные признаки понятия. Да? Сколько и какие? Считаем. Первое. Луч должен сходить из вершины угла. Второе. Проходить между сторон угла. Третье. Делить угол пополам. Если одно из этих условий не выполняется, то
луч не является биссектрисой. А дальше мы эту информацию переводим в символьную и спрашиваем. Известно, что луч ОЕ биссектриса угла ОМ. Укажите неверное равенство. Опять дети должны проанализировать уже символьную запись, да, соотнести с эталонным с определением и сделать нужный вывод. Вот такие должны быть, уважаемые коллеги, упражнения. А дальше, например, такого рода упражнения. Проходим мы окружность, да, на окружность. Найдите центр окружности с помощью вот клетчатого листа бумаги и проведите радиусы в узлы клеток. Вот это такая подготовительная работа. А следующее, то есть ребенок должен понимать, как находить центр окружности. А следующее, около треугольника АБЦ, вот через 3 точки, проходит окружность. Найдите центр этой окружности. Вот, пожалуйста, дети должны уже применить полученные знания в задаче А в пункте Б. Но, уважаемые коллеги, слабый класс, он делает только, а тот учитель уже выбирает. Мы даем полную систему упражнений. Какие-то отдельные учащиеся выбирают Б, делают оба эти пункта. Вот к таким. Дальше. Прочитайте, например, треугольник. Прочитайте определение биссектрисы треугольника. Да? Какую фигуру он из себя представляет? Ее особенности, ее отличие от биссектрисы угла. Это разные геометрические фигуры. Да? Ну и так далее. Медиана, высота. И вот теперь создаем зрительный образ, чтобы ребенок умел считывать эту информацию с чертежа. Под каждым рисунком запишите, чем является отрезок АД в данном треугольнике. Пожалуйста, такое задание. А дальше составьте верное утверждение. Задание, символьная запись. Можно утверждать, что АД биссектриса треугольника АБЦ, если. И дается, нужно сделать выборку из предложенных 3 условий. Вот, пожалуйста, вот оно эффективное формирование вот такой читательской компетенции. Посмотрите, пожалуйста, есть определение, есть понятие, в данном случае аксиома принадлежности, которое неявно и ребенку трудно сформулировать, поможем ему, как мы это делаем. Вот утверждение, из любых 3 точек одна лежит между 2 другими, мы говорим, что это неверное утверждение, да? Потому что ребенку трудно понять, верное оно или нет. Вроде 3 точки между 2 другими, полурока про это говорили, одна между 2 другими. Да. Дополните это утверждение так, чтобы оно стало верным. Значит, они вернутся к учебнику, найдут дополнение и дополнят его. А теперь мы поймем, поняли они или нет. Постройте и обозначьте на прямой А точку, которая лежит между точками М и Н. То есть, раз она лежит между точками М и Н, то она принадлежит отрезку МН. Да? Значит, пересечение отрезка МН и прямой А даст нам искомую точку. Вот, пожалуйста. А всегда ли следующий этап решения, всегда ли это возможно? То есть различные варианты тоже рассматриваются, показываются. Да, это возможно, оказывается, не всегда. Вот через это упражнение мы понимаем. А когда возможно, когда нет, да? Когда там в разных полуплоскостях точки лежат или в одной полуплоскости и так далее. Ну и дальше идет серия упражнений с длинами отрезков, и выходим на высокий уровень, на работу с координатной прямой. Вот, пожалуйста, пожалуйста, такая система упражнений. Или всегда качество, что, как, почему, зачем, по каким признакам можно установить, что данный параллелограмм является ромбом. Да? Может ли диагональ прямоугольника быть равна его стороне, а диагональ ромба? Да? Или могут ли углы, прилежащие к основанию трапеции, быть один острым, другой тупым? И вот здесь, уважаемые коллеги, если до этого мы работали над тем, что дети учитывают не все существенные признаки определения понятия, то этот пример показывает работу над тем, что дети сами привносят сюда существенный признак понятия,
и опираются на него. 90 с лишним процентов детей говорят, что нет, не может быть. Они уже несколько трапеций видели, это начальный этап, и везде либо 2 острых угла основания, либо 2 тупых. Покажем им. То есть вот это очень важная работа над выделением существенных признаков. Какими свойствами прямоугольник выделяется из среди параллелограммов? Вот качественные. И еще какие очень важные задания, вот такие. Прочитайте и объясните, почему данные ниже утверждения неверны. В каждом случае изобразите рисунок, то есть приведите контрпример, да? Или проведите прямую. То есть существенные признаки появляются, анализ идет из собственной деятельности. Значит, вот мы говорим, что острый угол меньше прямого, тупой больше прямого. Начертите 2 прямых угла. И с их помощью постройте острый угол, постройте прямой угол. Проведите только один луч, да? И постройте острый угол, и постройте прямой угол. Заштрихуйте внутреннюю область угла. И это качественное и очень полезное задание. Создается зрительный образ. Ребенок понимает, что такое меньше прямого, что такое больше прямого и так далее. Изобразите центральные вписанные углы окружности. Изобразили. Объясните, в чем сходство и различие центрального и вписанного угла. Дети путают их, да, иногда. Так вот, если они изобразят сами углы, если они увидят сходство и различия, то уже, наверное, путать перестанут эти углы. Значит, как работать с текстом теоремы? Безусловно. Значит, читаем текст и тут же записываем условия теоремы, тут же записываем заключение теоремы. В обязательном порядке. То есть мы выделяем, вот, что дано, что доказать, формируем логику и так далее. Вот смотрите, условия, а дальше какие упражнения? Запишите теорему на языке, если то. Записали, запишите обратную теорему. Верна ли эта обратная теорема? И так далее. Вот такая система упражнений. Или такая же. Прочитайте первый признак. Равенство треугольников. Запишите условия, запишите заключение. Докажите равенство равнобедренных. Тут же применение этой теоремы в неявном немножко виде, да? Но легкое задание. Докажите равенство равнобедренных треугольников по боковой стороне и углу противолежащему основанию. У нас есть только один угол и одна сторона, у нас нет второй стороны. Да? Да. Здесь дети должны привлечь постороннюю информацию и вспомнить свойства равнобедренного треугольника. Оказывается, вторая сторона у нас тоже есть. То есть они должны получить эту информацию, заданную в неявном виде. На легкой задаче вот они учатся формулировать и интерпретировать и извлекать информацию. Вот еще очень эффективна такая работа. В треугольниках известно там по равному углу, 2 пары равных сторон. Будут ли эти треугольники равны? Если будут, то докажите их равенство, если не будут, то поясните почему. Либо какое условие нужно добавить, чтобы можно было утверждать, что треугольники равны вот по такому-то, по тому или иному признаку. Тоже эффективные достаточно условия для формирования и читательской, согласитесь, математической грамотности и части глобальных компетенций. Вот еще эффективное очень упражнение. Мы вот прочитали теорему. 2 прямые параллельные, перпендикулярные, третьи параллельные. Да? Укажите в окружающей вас обстановке примеры, иллюстрирующие этот признак. Ну а дальше мы спрашиваем, они увидели образ, да, что они пересекаются. А может ли, как вы считаете, может ли в треугольнике быть 2 прямых угла? Обоснуйте свой ответ еще до суммы углов треугольника. Вот, пожалуйста, образ создан, они могут опираться на окружающую обстановку, ну и так далее. Вот все это должно быть в системе. Все это должно быть в системе заданий, уважаемые коллеги. Что еще? Составьте план теоремы. Да? Вот, дальше. Сколько утверждений было, запишите каждое условие, заключение и так далее. Вот соотношение между сторонами и углами треугольника. Прошли эту теорему. И тут же в треугольнике даны 2 угла. Какая из сторон меньшая? Пожалуйста. Или по-другому. В треугольнике АБЦ стороны, там АС и БЦ перпендикулярны. Можно ли указать наибольшую сторону треугольника? То есть, вот понимаете, побуждение поисковой активности. Обязательно нужно подумать, не заучить, не запомнить, как зайчик в цирке. Нет, обязательно нужно, они же очень простые на самом деле.
они очень простые. И как только ребенок, вот у ребенка уйдет этот стопор в мышлении, он сам начнет потихоньку мыслить, думать и так далее. Мне сегодня очень нравилось, что учителя заботятся и о самооценке учащихся, и о мотивации, и так далее, и тому подобное. Это очень важно. Конечно, во главе угла лежит мотивация. Вот, пожалуйста, что еще? Ну, вот такой серии. Как можно узнать? Как узнать? Вот вписаны и описаны четырехугольники. Ну а теперь ответьте на вопрос практически. Он часто нужен при решении задач. Как узнать, можно ли в четырехугольник вписать окружность? А можно ли около четырехугольника описать окружность? Как узнать? И тут же примеры. В трапеции равны 3 стороны. Можно ли в нее вписать окружность? Или в четырехугольнике дана комбинация углов. Можно ли около данного четырехугольника описать окружность? То есть тут же применение, тут же вот интерпретация информации, которую они получили, тут же ее использование. Ну и, конечно, оно должно быть не совсем стандартным, простым очень, но не стандартным. Вот, например, из доказанного утверждения следует, что из любой точки, не лежащей на данной прямой, можно провести единственный перпендикуляр к этой прямой. Да, мы чертим прямую, берем точечку, опускаем перпендикуляр, и вот этот зрительный образ у ребенка остается. А мы предлагаем такое задание. Прочитайте текст учебника и ответьте на вопрос. Прямая М пересекает сторону угла А в точках Б и С. Могут ли обе прямые АБ и АС быть перпендикулярными прямой М? Почему? И, уважаемые коллеги, вот здесь это применение, вот эта интерпретация полученной информации, вот этому надо учить. Ну и опять очень трудно ответить. Делаем чертеж, приучаем детей, понуждаем детей делать чертеж. Чертеж – это твой эффективный помощник. Но вот сделали верхний чертеж, вроде ни о чем, ничего не понятно. Ну давайте проведем перпендикуляр или давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. Получается, что из точки А к прямой М проведены, да, 2 перпендикуляра. Возможно это? Нет, невозможно. Вот и ответ на вопрос, и почему это невозможно. Значит, эффективнейший, просто вот идеальный инструмент для формирования вот функциональной грамотности – это верные и неверные серия заданий, верные и неверные утверждения. Верные ли утверждения? Или выбери неверное утверждение, поясни почему. Ну и так далее. Это же и чтение, да, смысловое, это и выделение существенных признаков, это и соотнесение с эталоном, это же и планирование, и вывод, и получение новой информации. То есть вот эти упражнения очень эффективны, недаром они востребованы и на ОГЭ, например. И у нас они проходят красной нитью в каждом параграфе, в каждом задачном материале они есть. И эти верные и неверные утверждения были представлены как в текстовом файле, так и в графической форме. Тоже нужно анализировать рисунок, искать противоречия и так далее. Вот это приемы работы с определением, понятием, теоремой, приемы работы с задачей по формированию функциональной грамотности. Как? Вот, ну, понятно, что и здесь геометрическая задача – это самый идеальный школьный инструмент. Да? Посмотрите, пожалуйста, понятно, что мы их учим переводить текстовый файл в чертеж и в символьную запись. Да? Дальше решение, показываем, как это делается, предлагаем сделать несколько задач, а дальше предлагаем обратную задачу. По данному краткому условию и чертежу составьте текст задачи и найдите необходимую величину там или то, что требуется. То есть составить текст задачи. Значит, потом мы даем такую серию задач. Как раз вот, пожалуйста, ОГЭ 2021 демоверсия. Информация представлена часть в текстовом файле, часть представлена на чертеже. Ребенок должен собрать эту информацию, записать ее, проанализировать, записать в символьной форме, да, что дано, что найти, и представить, и использовать ее, интерпретировать, решить нужную задачу. Вот такая серия заданий тоже очень эффективна. Дальше, посмотрите, пожалуйста, по краткой записи. Составьте и запишите текст задачи, сделайте чертеж и решите ее. Сформулируйте по-другому текст задачи и решите ее. Но
один из углов на 20 градусов больше другого, это задача решаемая. А если разность двух смежных углов равна 20 градусов, эта задача уже нерешаемая. То есть задания должны одна и та же математическая задача должна быть формулирована по-разному. Тогда дети учатся видеть математическую модель текстовой задачи, задачи, представленной в любом виде. Вот тоже очень важное, эффективное задание. Дальше посмотрите, пожалуйста. Но особенное внимание формированию, умению видеть чертеж. Вот эта задача показывает, что дети не умеют читать чертеж. Они на чертеже видят только то, что дано в условия и что они изобразили. Все. Итак, посмотрите. Основание равнобедренного треугольника равно 16, боковая сторона 10. Чему равны медианы этого треугольника? Ну, треугольник равнобедренный, сделали чертеж, провели медианы. Вот. И вот эту вот медиану биссектрису высоту дети худо-бедно найдут. А дальше все. Дальше дети не понимают и не знают, что делать. Они не умеют, почему? Они не умеют видеть информацию, не умеют читать этот чертеж. Они не видят прямоугольный треугольник АОМ. Даже если они его увидят, то они видят, что известен только один катет, и все. Да? Но ведь медианы, пересекаясь точкой пересечения, делятся пополам. Медиану БМ мы нашли. Значит, третий медианы отрезок ОМ, являющийся катетом этого треугольника, они же тоже могут найти. Нашли. А дальше тоже громаднейшая проблема. Дети не понимают, что, найдя часть, мы можем найти весь отрезок. Вот отрезок АО, ну найдем мы этот отрезок. Это же часть медианы. Гипотенуза является частью медианы. То есть о чем речь? О том, что один и тот же отрезок в разных геометрических фигурах является разным компонентом. И вот, найдя 2/3 медианы, мы найдем целую медиану. То есть дети не умеют читать чертеж. Вот сколько здесь треугольников? Эффективные какие задания? Сколько треугольников изображено на этом чертеже, например? Вот, ну и так далее. И вот эту вот серию заданий хорошо, как в разминку, начинать каждый раз. Исследовать чертеж, читать чертеж, какую информацию можно получить из этого чертежа. Вот эффективное очень задание. Точка О – центр окружности. Да? Укажите как можно больше фактов, исходя из данных чертежа. Вот простой совершенно чертеж, ну и так далее. Очень эффективная работа, ее можно делать и когда мы проходим треугольники, да? Ее можно делать на самом начальном этапе, да? И когда мы проходим тему окружность, и когда там площадь, и когда параллельность, и так далее. Вот один простейший чертеж, но очень эффективный. Итак, вот посмотрите, пожалуйста, сколько фактов можно вытащить, исходя из этого чертежа. Из того, что точка О центра окружности, следует, что здесь вот 4 отрезка – это радиусы, 2 больших отрезка – это диаметры. Да? Это следует, что треугольники равнобедренные, что эти треугольники равны, ну там и так далее. Следует, что, причем мы повторим и признаки равенства треугольников здесь и все, и признаки равнобедренного треугольника и свойства. То есть вот такая задание очень эффективно вытащить из чертежа или из условия как можно больше фактов. Вот укажите вот такой чертеж, укажите как можно больше фактов, исходя из данных чертежа. То же самое и при изучении темы треугольники, и при изучении тем параллельность, и окружность, и четырехугольники, и площади, и так далее. Вот очень эффективные. И посмотрите, сколько их тут много, и то они не все. И что дети не увидят? Дети не увидят трапецию, да? Дети не увидят параллелограммы. Вот их нужно учить видеть это, видеть вот такие незаданные явно геометрические фигуры на чертеже. Это тоже эффективное формирование функциональной грамотности. То есть вот посмотрите, пожалуйста, у нас такая есть целая серия заданий на готовых чертежах на это. По данным чертеже укажите как можно больше в каждом случае равных треугольников и докажите их равенство. Укажите все параллелограммы, изображенные вот на этих
рисунках. Их тут очень много, да, забудут вот этот вот параллелограмм, например, да, дети. Или вот забудут, например, параллелограмм, вот состоящий из двух, полоску из двух параллелограммов вертикальную. И здесь могут не увидеть параллелограммы в призме. Известно, что параллелограмм. Равенство каких геометрических фигур можно доказать? Ведь доказывая равенство треугольников, мы доказываем равенство всех геометрических и всех соответствующих элементов в этих треугольниках, не только сторон и углов, да, но и соответствующих медиан, биссектрис, высот. И вот серия упражнений должна... Понимаете, вот какая должна быть серия упражнений? Тогда вот это эффективно формируется вот и читательская компетенция, и математическая, и грамотность, и вообще вся функциональная грамотность. Ну и серия задач. Вот смотрите, вот он, опять же, этот чертеж, который я вам показывала, немножко изменили, а дальше мы должны приучить их видеть геометрическую фигуру, если она явно не изображена на чертеже. То есть они должны уметь достраивать нужную фигуру, чтобы получить нужную информацию. Вот такая серия упражнений тоже очень важна. Ну и да, вот сформулируйте текст задачи и решите ее. Видите, символьная запись, чертеж, нужно сформулировать текст. По данным рисунка сформулируйте задачу и найдите неизвестные величины. Пожалуйста, вот серия, видите, целая серия. Причем, посмотрите, мы даем серию, которая начинается с начальных заданий начального уровня и заканчивается заданиями высокого уровня. То есть у вас есть возможность дифференцировать процесс обучения. У нас вот и слабым ученикам, и сильным ученикам есть место. Вот если это задание начального уровня, то посмотрите, вот эти задания уже очень высокого уровня. И это тоже идеальный инструмент у учителя. Это можно провести и самостоятельную работу, это можно и зачет, и групповые работы различные, и индивидуальные работы, и так далее. Вот, пожалуйста. Значит, и заданий на готовых чертежах, их должно быть много. Вот они представлены у нас в учебнике, в тренажере они у нас представлены. И задания на клетчатой бумаге, вот я уже говорила про них, они тоже очень эффективны в этом плане. Это же координация там, и так далее. Ну, что еще важно? Важно еще сообщить детям способы рассуждений, методы математики, методы познания мира, математические методы. Вот тоже овладение способами и методами рассуждений. Ну, например, вот рассмотрите решение задачи на там, странице учебника. Пользуясь тем же приемом, шагаем по периметру, решите следующую задачу. Ну, там нахождение периметра и так далее. Вот окружность вписана в треугольник. Или вот метод от противного. Вы прочитали, посмотрите, как мы использовали метод от противного при решении этой задачи. И дальше докажите сами, то есть отрабатываем этот метод от противного. Вот все методы, они выделены у нас. Коллеги, я потом отвечу на вопросы, хорошо? Коллеги, все они, методы выделены у нас в отдельные параграфы, а приемы в отдельные подпункты. Вот прием удвоения медианы, он же очень часто востребован на ЕГЭ, между прочим. Да? Итак, вот мы даем задачу, где этот прием был, использовался, а дальше мы рассказываем про этот прием, как он называется и когда его рационально использовать. Вот так вот нужно строить учебный процесс. Вот у нас вся теория в теоретических разворотах, в задачах нет никакой теории, но на теоретических разворотах есть опорные задачи. Это приемы и способы рассуждений. Вот как рассуждать, то есть мы обучаем, времени мало, уже некогда показывать, как рассуждать. Ну и, безусловно, исследовательские задания, это тоже, они у нас есть в каждом параграфе и не по одному, и разного уровня. Есть высокого уровня, есть начального уровня. Вот навыки исследовательской деятельности мы тоже у детей формируем. Вот как, посмотрите, пожалуйста, или вот целая серия задач, задачи высокого уровня. Мы показываем закономерность, да? Предлагаем детям увидеть еще эту закономерность. Теперь предлагаем детям увидеть закономерность, заданную в неявном виде. Да? Дальше вот найти ее, исследовать этот рисунок. А дальше мы предлагаем применить эту закономерность уже совершенно в другой ситуации. Вот вам, пожалуйста,
эффективное формирование функциональной грамотности. Ответ на все вопросы. Да? Вот и математическая грамотность, и читательская компетенция, и глобальные, и мышление, и глобальные компетенции, часть глобальных компетенций и так далее. Вот задачи исследования, они у нас есть и в тренажере, и в учебнике, в обязательном порядке. И вот они эффективно формируют читательскую компетенцию, математическую грамотность, мышление ребенка. Геометрия в повседневной жизни. Вот она тоже, функциональная грамотность. Применение полученных знаний за школьной партой вне школьных стен. Посмотрите, у нас иллюстрации всегда отражают применение геометрического материала. Сравнение отрезков. Вот оно. Вы сравниваете измерение отрезков, сравнение, вы меряетесь ростом друг с другом. Вы играете в шахматы, это математика. Вы ходите по полу, да, это тоже математика. В каждой квартире есть кухня и доме. Это же тоже, там тоже одна математика, да? Иначе вы играете в игрушки, это тоже математика, да? Ну и так далее. Вот привлечение интересов ребенка и окружающий действительно учебный процесс очень эффективно. И иллюстрация. Как понять ребенку, да? Что угол – это два луча, исходящих из одной вершины, и угол – часть плоскости, заключенная между этими лучами. Вот иллюстрируем, вот вам журавлиный клин, вот вам тут карта, пожалуйста, понятно, что это угол. То есть вот опора на бытовые представления – это тоже очень важно. Посмотрите, пожалуйста, ну вот практические советы всякие, да, вот даже бабушке можно помочь повысить урожайность плодоносящего дерева на даче, если применить математику. Вот те знания, которые получил ребенок в классе. Вот при малейшей возможности, где применяется, для чего, как изготовить, инструменты различные и так далее. Математика для жизни. Коллеги, это не значит, я, наверное, показала на тех задачах, это не значит, что только вот это. Все в комплексе, все симбиоз. Вот, например, зачем мы изучаем треугольники? Главное свойство треугольника – его жесткость. Да? А что это такое? Показываем на примере, чтобы ребенок потрогал, что это такое, чтобы он понял, что такое жесткость и зачем она нужна. В каждом доме используется свойство жесткости треугольника. Вот он показал, да, а дальше мы применяем. Да? Придумайте эксперимент для... Ну что, может, все фигуры жесткие? Нет. Придумайте эксперимент для доказательства факта, что прямоугольник не является жесткой фигурой. Но он уже знает, как показывать жесткость треугольника, значит, тоже возьмет 4-ю полосочку бумаги. А дальше предложите способ, как прямоугольник, как конструкцию из прямоугольника сделать жесткой. Где применяется этот способ на практике? Вот, пожалуйста. То есть, где калитку починить нужно, чтобы она не перекашивалась, да? Или рамку для фотографии закрепить, чтобы она тоже не перекашивалась. Ну, или что-то так. Вот, пожалуйста. То есть, где применяются полученные вами знания, где они применяются и так далее. Вот, пожалуйста, железная дорога, там, колея, это все математика, полоса, параллельность. Почему рельсы параллельны? Ну, на маленьком участке, да? Ну, и так далее. Вот, с соседом по парте рассмотрите карту вашего города, ну или если нет, то карту Москвы, вот, пожалуйста, скидка на порталы и так далее. Найдите улицы, образующие вертикальные углы, образующие смежные углы, чтобы у них было представление. Ну и кладезь, площадь, практическое применение, здесь вам и расчет количества обоев, и расчет плитки и так далее. И у нас целая серия, большая серия готовых проектов на это есть. Ну, какие еще вот пизовские задачи, вот функциональные задачи? Составьте инструкцию. Идеальная задача. Если ребенок умеет составлять инструкцию, научится, то тогда он прочтет и те безумные инструкции, которые мы получаем иногда при вот покупке техники или чего-то еще. Да? В салон самолета можно взять багаж, размеры которого не превышают аэрофлотовские размеры. Составьте инструкцию, как измерить дорожную сумку. Чемодан понятно, а сумка-то неправильной формы, как ее измерить? Вот, пожалуйста. Или под каким углом нужно выпиливать наличник. Ну и так далее. Вот все эти практикоориентированные задания. Вот они вот у нас задания эталонные представлены. Задания тоже. Выбрана содержательная часть из них. Избыточный текст.
лишняя информация, из нее нужно выбрать отсюда информацию и решить задачу. Такие задания у нас тоже есть. Вот готовые проекты. Мы прошли там что-то, пожалуйста, готовимся. Тот же вот мы обустраиваем эту крышу в 3 раза. Да? 3 раза. Сначала там ищем длину, когда решаем прямоугольные треугольники, потом с площадью и так далее. И вот в итоге, значит, что еще важно? Важно, что дети должны понимать терминологию. Над терминологией тоже нужно работать. Если дети терминологию не понимают, то бесполезно. Ну, например, начертите треугольник МНП. Так? И запишите угол противолежащей стороне такой-то, сторону прилежащую такому-то углу и так далее. Тогда из собственной деятельности ребенок присваивает эти термины, и они становятся уже его, и входят в его словарный запас, и ему понятна речь, математика. Очень важно понимать, дорогие мои, что если ребенок не владеет терминологией, то мы с ним разговариваем как англичанин англичанин с китайцем, да, не понимая друг друга. Вот. Но что еще важно? Важно, чтобы была иллюстрация из жизни, схема, да, графическая информация и текстовая. Вот длинное плечо журавля. Да кто из городских детей знает, что это такое? И вообще, ребята, сельские ребята, они более функциональны, чем городские. Вот такая система упражнений. Вот это вот очень важно понимать. Ну и, конечно, что еще важно? 45 минут, да, а задач стоит много. Вот эффективные педагогические практики. Учителя сегодня говорили о некоторых из них, да. Вот создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность. Из собственной деятельности ребенок должен получать знания. И это у нас деятельность детей заложена в системе упражнений, вот как вы, может быть, уже увидели. Конечно, учебное сотрудничество. Наиболее эффективная форма обучения – обучение в малых группах. В парах или в малых группах. Это вот вы тоже учитываете. Докажи соседу по парте, мы пишем. Обсуди с соседом по парте, придумай с соседом по парте. Или там вот проекты в конце года, когда они там систематизируют и обобщают, уже командой, придумывают свои признаки или свойства фигур, придумывают задачи на использование своих признаков и свойств и так далее. Это тоже очень эффективное упражнение, оно у нас есть в учебнике. Но инициация поисковой активности. Вот я вам уже показывала, как, почему, как можно узнать, можно описать там около четырехугольника окружность или нет, и так далее. Ну и, безусловно, оценочная самостоятельность школьников. От сегодня уже я не буду касаться, уже времени много в этом. И вот система упражнений у нас на формирование вот этой корпоративной культуры и коммуникативной, на умение общаться, умение слышать, умение видеть и материалы для самостоятельной проверки, вот для формирования самооценки. Тесты в конце каждой главы у нас есть в тренажере, тесты у нас есть перед каждой проверочной работой в тетради экзаменаторы, тесты у нас есть в 9 классе в конце очень много. Ну и вопросы в тестовой форме, они разбросаны по всему, вот эти вот вопросы, такая форма, она разбросана по всему ОМК. Вот посмотрите, рубрика, вот это вы можете, вот эти вот те проекты, про которые я вам говорила, уже все учителю предоставлено, уже все есть. И вот проверь себя в экзаменаторе. И что еще? Вот посмотрите, пожалуйста, что еще. В конце в 9 классе, в конце каждого параграфа есть рубрика «Готовимся к экзамену», где не только задание первой части, но и 23-я, там, 25-я тоже представлено. Вот это вот, уважаемые коллеги, тоже ребенок может использовать самостоятельно, но и учитель тоже. Вот целая система упражнений. Итак, вот тут был чат. Вот, да, действительно, это безусловно, это сферовский формат, но это вот именно сферы, 5-6 класс сферы, безусловно, и сферы мы учли, единственное, что мы учли реалии нашего времени и недостатки сфер 5-6 класса. В чем они состоят?
том, что на уроке обязательно учебник и тетрадь-тренажер. Тетрадь-тренажер покупать там нельзя, если только договоришься с родителями. Поэтому у нас достаточно одного учебника. Конечно, тетрадь-тренажер эффективно очень, интенсифицирует урок, и разнообразные виды деятельности там более можно, другие, чем учебники. Но у нас есть задания, которые аналогичные и в тетради-тренажере, и в учебнике. Мы их отмечаем, чтобы учитель понимал, что у него есть арсенал. Нет тетради-тренажера, в учебнике избыточное количество заданий. Все типы заданий, они там есть. Авторы Берсенев и Сафонова, номер в федеральном перечне, вот он тоже есть. Ну и вот есть целый шлейф QR-коды, кто умеет пользоваться, можете вот тоже посмотреть. Где купить, спрашивают. Ну, я единственное вам могу предложить интернет-магазин издательства «Просвещение». Причем на сайте издательства «Просвещение» ничего понять невозможно. А вот на сайте интернет-магазина там вы можете и учебники увидеть, и прочитать про них, и так далее. Поэтому вот заходите на этот сайт, вот ссылка на учебники. Почему туда? Самая дешевая цена. Потому что, ну, может, у торговых представителей ваших, я не знаю, может быть, там есть. Но вот если и так стоит, мама дорогая, 461 рубль учебник. Но вы видели, какая полиграфия красивая? Стоит столько же, сколько любой другой. Но в Озоне или где-то, или в Озоне, или в Лабиринте он стоил то ли 700, то ли 800 рублей. Я вообще в шок пришла. Вот, тем не менее. Но есть электронные формы учебника, это можно посмотреть, что он у нас новый. Уважаемые коллеги, он у нас новый. Он вот заточен на функциональную грамотность. И вот первый год дети проучились, дети в восторге, очень нравится, очень довольны родители и нравится учителям. Ну, ждем, вот сейчас прошли ВПРы, ждем результатов ВПР. Электронное сопровождение учебников, да. К сожалению, здесь нет. И в ближайшее время, ну, что-то поговаривают, не дают нам сделать электронное приложение, но мы будем делать, коллектив учителей, мы будем делать сами это электронное приложение. Вот предлагаю принять участие. Потом мы его соберем на GeoGebra, на платформе GeoGebra. Мы его соберем и вот будем предлагать, я собираюсь сделать свой сайт, и будем предлагать вот учителям, пожалуйста, в бесплатном доступе будет такой инструмент. Значит, что еще? Да, безусловно, очень. Это моя гордость. Вот это электронное приложение 5-6 класс. Эти учебники, да, они в том же в сферовском формате, но вот он немножечко другой уже, и немножечко вперед ушел. И его можно сочетать с любым учебником алгебры 7-9 класса. С любым учебником алгебры, да. Значит, что еще, коллеги? Так. Дети приходят из начальной школы, приученные быть только успешными. Но, уважаемые коллеги, это вам кому какие дети достаются. И некоторые дети приходят из начальной школы, не умеют ни читать, ни писать, ни считать и ничего. И учителю приходится, там им не до успеха, и учителю приходится самому все начинать в 5 классе. Поэтому вот начинать надо с читательской компетенции. Не сформулированы навыки поиска, да, не умеют анализировать ошибку, задавать вопросы. Более того, иногда они еще и боятся задавать вопросы. Да, проблема, провели исследование, и проблема, значит, ну как, ведь что получается? В начальной школе все хорошо. ВПРы блестяще написаны, да, дети все лапочки, все там 4-5 и так далее, учительницу любят, приходят в среднюю школу, и что там эти варвары-учителя делают в средней школе с детьми, что они еле-еле сдают это ЕГЭ. Потом они поступают в институт на платное отделение, у них опять 5. Понимаете, коллеги? Да, но... Вот не привела я этот факт, но провели такое сравнение. Результаты ВПР начальной школы и результаты ЕГЭ коррелируются. Где низкий результат в начальной школе, там и низкий результат в 11 классе. То есть все, безусловно, из начальной школы. Но, мои дорогие, что имеем, то имеем. Что, к чему человек пришел, что учитель получил, то и получил. Значит, какие еще? Есть ли еще вопросы, уважаемые коллеги?
Да, да, и еще вот что. Тетради-тренажеры, они очень эффективны. И они вам и полет вашей фантазии разбудят, и детской, и они вам помогут не только с нашим учебником, обратите на них внимание, но и к Атанасяну, и к Бутузову, и к Мерзляку и так далее. Ну, то есть вот в русле приблизительно той программы. Сканы, что-то сейчас не вижу. Я по этой системе 10 лет. Нет проблем. Да, вот, Ольга Николаевна, большое спасибо. Система, правда, совершенно замечательная. Эта система, ну, так сказать, вышла, наверное, из системы Георгия Владимировича Дорофеева и из системы вот предсферовских учебников, их команды, когда вот работа, зачетные работы вместо контрольных, обязательные результаты, как проверить и так далее и тому подобное. Не закралась ли ошибка в номере 1, коллеги, не знаю. Это уже не ко мне. Уважаемые коллеги, ну, большое вам спасибо. Вот Бабикова Ольга Григорьевна, у меня очень знакомая фамилия. Если вы работаете по сферам, ну, напишите мне, пожалуйста. По-моему, вот когда-то раньше, когда я занималась сферами 5-6 класса, знакомая фамилия. Уважаемые коллеги, я заканчиваю, если нет больше вопросов. Если есть вопросы, пожалуйста, да, я вам желаю сейчас выйти из этой ситуации как можно с наименьшими потерями. Пожалуйста, да, берегите себя, берегите свое здоровье. Образование – это уже будет вторично. Будьте здоровы и счастливы. Я вам желаю успехов и понимания и со стороны учеников, и со стороны родителей, и со стороны администрации. Всего вам наилучшего. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Ведь у нас даже такое бурное обсуждение получилось. Очень хорошо. Да, видно, что коллегам понравилось. Вот, ну, время у нас подходит к концу. Первое заседание у нас заканчивается. Мы хотим пожелать успехов Марии Анатольевне. Спасибо. Мы будем ее поддерживать и будем помогать. Готова к